доброе утро. Заехал к нам вот такой вот везель. Автомобиль пригнан с Владивостока. И есть у него ошибочка по коробке. Вроде бы как эта ошибка обозначает, что плохо откалиброванный робот или не калибровался после замены масла. Вот. Машинка как бы так. То есть у нас в Якутске поменяли ему масло, залили хондовское масло в коробку, но жидкости не поменяли тормозные. Жидкость там, скорее всего, старая. Это у нас они купили жидкость ТСЛ-ную. Сейчас мы посмотрим, сколько в ней в автомобиле пробега. Ну и покажу, как выглядит эта ошибка. Так, сейчас мы подключим сканер еще. Так, пробег у автомобиля 124 428 километров. Естественно, он подмотанный по-любому. Вот так выглядит автомобиль. Вообще везель прикольная машина. Также коробка роботизированная у него стоит, DSG. Вот. Ну и в принципе сейчас мы подключим сканер и покажем эту ошибочку, как она выглядит. Пульт лежит на этом. Двигатель такой же у нее, как у Фита, практически похожий. Также технология ERDRAMS. Все так же, расположение всего одинаковое. Вот. Единственное, что машинка побольше, посимпатичней. Такая вот. Ну, в принципе, сейчас подключим сканер, посмотрим. 2015 года. Заходим в КДС. Будем делать проверку дороги. Еще раз повторно. Потому что машинка не поездила. Мы всегда делаем перед какими-либо работами с первым разом диагностику. То есть все начинается с диагностики. Так, намечаем. Включаем. Включаем. Робот сразу джик-джик что-то там делает. Ну, звуки нехорошие. Сейчас посмотрим. Так, проверка АБС, наличие ДКС пошла блоков. Хорошо видно? Да, конечно. А что тут не видно? Только что нормально же снимаю. Проверка системы контроля давления в шинах, наличие ДКСов. Ну и вот это, собственно, и у нас диагностика показала, что у нас есть вот так, коды не обнаружены. Вот ДКС код АККП P1737 ошибка. Нерешенные ДТС коды временные. Вот. Я читал про эту ошибку. Это говорится о том, что ну что-то с калибровками. Вроде бы как ей нужен калибровка. То есть неправильное переключение в какой-то именно передаче. Вот так вот эта ошибка обозначается. Также подтверждение кода постоянные в EPS системе есть что-то. Неисправность системы ВСА. Ну это они же к телефону к Bluetooth подключились, там смс-ки набрали. Так, неисправность системы ВСА. Вот она тоже есть. Ошибка U0-416-68. Читаем ошибки. Тут у нас есть расшифровки в этом в самом HDS. Ну, тут расшифровки ошибки нет, а вот здесь вот ошибки расшифровка есть. Система ВСА, возможно неисправности. Зажигание выключено, очистить коды. Отказы с помощью HDS. Ну давай попробуем очистить код. Че, куда их на что? Ребята, картина. Андрюха снял сейчас патрубок. Жидкость очень грязная. Ее даже видно так, что она очень грязная, она черная. Заслонка у него очень грязная тоже. Вот, по идее даже видно невооруженным глазом. Вот,
Сейчас, если мы ее открутим с этой стороны, обязательно она будет грязная. Чистим всё. Обязательно сейчас откручиваю ее. Чистим сразу ее. А, вот эти шланги Я сейчас знаю, переетую. знаю. Еще. Ты аккуратно, Женя, там. Бутылочку неправильно ты ее поставил. Ее вот сюда надо поставить. Ну, а жидкость по аналогии будем ТСЛ заливать сейчас. Вот такой вот проект циркует. Фильтр меняли. Не, фильтр, В коробке поменяли масло где-то 2000 назад примерно. Ну, в принципе, я ж- нормально это. я ж тебе видео прислал же, что там было там. Овод, овод был. Сейчас? Да, я же видео тебе. Где овод был? На фильтре, внутри. А, внутри фильтра? Да. А. Я тебе видео прислал. Ну, обычно, когда в датчик что-нибудь мафа попадает, вот сюда вот, машина вообще по-другому ехать начинает. Где-нибудь в этом районе. Но здесь у Хонды все по-другому маленько. Если заставки выйдут. У нее немножко другой маф, мощнее. А? Если остатки сейчас выйдут. Ну ты этот передави шланг. Жены. Конечно. Вот здесь где-нибудь. Бах. Ну, остатки выйдут маленечко совсем. Лето, когда будешь сейчас сливать, крышки закрой. Так вот, хотя бы прикрыть их просто. Начало. Чтобы вода не попадала. Ну, этот тосол не попал. Ну, Это в карабас. В принципе, все. А нет, ты там, вот тут бы где-нибудь передавил бы поближе, потому что много выйдет жидкости. Удобно будет оставаться. Ну, что сделаешь-то? То жидкости поменьше уйдет. Вообще Honda Везель. Хорошенькая машина. Она конкурент Сичеру. У него даже вот здесь вот выполнено точно так же. Вот это вот ручка открывания. Вот такой вот у него задок. Так вот выглядит. Тачка прикольная. Гибрид. Гибрид. Здесь вот написано. О, все-таки я разлил. Технология ERH Dreams Technology гибрид. Походу заслонку не снимал никто никогда. Все четко, да? Тык-тык-тык. Ну, да, вообще не нужно. Вот в этом бачке тоже жидкость надо следить. О, слушай, тормозуха-то какая грязная, бля. Жижи. Ну, или тут грязи. Сеточка какая-то. Подойди сюда, пожалуйста. Тебе в тормозной жидкости обязательно надо будет поменять. Конечно. Смотри, что у тебя тут творится-то. Грязи сколько. А там смотри, она аж зеленая. Ты блок АБС свой убьешь. А у них он очень нежный, у Хонды. То есть это ошибка и вылазит там одна хреновая очень по АБСу. То есть тоже что-то связано с ВСА. И потом только замена блока. Короче, датчик какой-то ломается у него. Такие вот дела. Жидкость надо поменять будет. Ну, то, в принципе, такую же, наверное, ТСЛ. Надо посмотреть, что сюда. До 4 должен быть, по идее. А так, нормально. Сейчас сослонку почистим. Калибранем робота. Жидкость поменяем. Жидкость тоже, смотри, как грязная. Смотри. Жесть просто. Ее вообще, походу, с завода никто никогда не менял. Смотри-ка только у меня палец. Вот выглядит у нас дроссель. Ну, в принципе, аналогичный. Ну, этот погрязнее, чем фит был, да? Да. Ну, все. Джизоксом его замочи. Он его покушает немножко. Мочили мы заслоночку джизоксом. Вот такой вот карп-клинер. Классный карп-клинер, кстати, пенный. Он прям все отъедает. Сейчас мы его просто залили. Пусть постоит. А потом будем смывать SL-очкой. Вот Андрюха откачивает жидкость.
очень грязная будет по-любому. Поехали. Много не лей. Так вот. О, что-то много, да, было белой этой штучки. И заслонку, вот так она теперь выглядит чисто. Ну, сейчас мы ее поставим, калибранем и начнем все калибровки. Все, ждем, когда пройдет минут 15. Ну, обычно 10-15 минут. Машина прогреется, заслонка сама поработает. И вот здесь должно быть завершено обучение холостого хода. Обучение холостого хода у нас завершено. Теперь будем калибровать робота. Верните ключ в положение выкла. Что-то говорит. Дорога, говорит. По-японски разговариваю. Можно японский выучить. Сиденье принял. Подожди. Верните ключ зажигания в положение выкла. У них надпись одинаковая, гибридная, на чем то. Сборка муфты под давлением. Уже 30 секунд еще не прошло, наверное. Эта операция прошла успешно. Все, больше не снимать. P1737 есть все равно. Что фигня. Ну все, больше проблем нету. У тебя было две, по-моему, ошибки до этого. Одна какая-то ушла. Мы сейчас, по видео посмотрим потом, какая ушла. Так. В общем, вот есть ошибочка по 1737, она висит все равно. И калибровку сделали, все. В вашем случае поможет. Поможет калибровка, пишет. Ну, не помогает что-то она. Свое мнение, как машина едет. По-другому поехала, не по-другому. Что лучше, что хуже, какие переключения. А я помониторю эту ошибочку. Мы сейчас в список параметров пойдем. Коробки. Я посмотрю, как она по передачам щелкает. Так, список параметров: число оборотов мотора, количество оборотов двигателя, количество того. Температура масла у тебя нормальная, в АКПП 42 градуса. Счетная температура муфты 60 градусов. Едем, тест-драйв испытываем
как машина едет. Ну ошибок-то никаких же больше нету, да, главное? Ничего не горит, все хорошо. Вероятно, что он долго ездил на этой жидкости. И это, все-таки ему плохо стало, роботу. Я говорю, они очень. За ними следить надо, доследить. Расчетная температура четной муфты 78. Нечетной 63 градуса при ходе. Обучение передачи завершено. EOLEN. Обучение передачи для передачи 9. Не завершено. Сборка муфты под давлением. Вот у нас тут что-то есть параметр. EOLEN GER. Обучение передачи для передачи 9 DCT не завершено. Вот смотри. Почему-то тут не завершились некоторые моменты. Я сейчас узнаю. Покажи-ка, останови-ка. Тормозни. Короче, вот такой вот результат. Почему-то не завершились EOLEN GER. 1, 2, 3, 4 обучение прошли. Вот это так. Ну вот, калибранули мы Везеля. Но у него есть ошибка по коробке. Как бы это само... Убрать ее не получилось. Будем разбираться, что за ошибка. Смотреть, читать в интернете. Ну ты куда, елки? Но переключается она нормально, щелкает по передачам. После калибровок она быстрее должна переключение делать. Тык-тык-тык-тык. Четко должна делать это. Робот это же по сути механика, только у него переключение идет электронкой.